В эти минуты в зале Камаловского вручают республиканскую театральную премию «Тантана-2012». Это аналог российской «Золотой маски». Церемонию приурочили к Международному дню театра. Среди номинантов 29 человек и 9 спектаклей. Главная интрига вечера – имя победителя в номинации «Событие года». Его уже знает наш корреспондент Карина Насруддинова. Она присоединяется к нам в эфире. Карина, мы ждем от вас подробностей. Здравствуйте, Алмаз. Имена победителей мы попытались узнать у организаторов еще до начала мероприятия, но никакой информации нам получить не удалось. Все имена держались в строжайшем секрете. И вот буквально несколько минут назад стало известно, что победителем самой ожидаемой номинации «Событие года» стал Татарский театр оперы и балета с постановкой Назипа Жиганова «Джалиль», спектаклем о жизни, стойкости и бессмертном подвиге поэта. Спектакль очень необычный, он очень трогательный, он не оставляет равнодушным, он трогает за живое, трогает за душу. И сама музыка Назипа Жиганова, и то, как спектакль воплощен, как он поставлен. Ежегодная премия «Тантана» присуждается сотрудникам драматических и кукольных театров за выдающиеся достижения в искусстве. Ее называют татарской «Золотой маской». Кроме традиционных номинаций, в этом году определили лучшего исполнителя музыкального театра и вручили 3 специальных приза жюри. А вот лучшего зрителя каждый театр определит сам. Каждый театр в рамках церемонии Тантаны может иметь право поздравить, как он сочтет нужным, лучшего зрителя, своего лучшего зрителя. Церемония награждения уже подходит к концу. Я лишь добавлю, что, как и в прошлом году, каждого победителя наградили суммой в 50 тысяч рублей. На этом у меня все. Алмаз. Спасибо. На связи со студией «Вести» была Карина Насруддинова. Она рассказала, как проходит торжественная церемония вручения ежегодной театральной премии «Тантана».